прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Новые тренды похоронного бизнеса. Я лучше за то, чтобы меня сожгли. Почему рынок ритуальных услуг за кремацию и как к этому относится религия, узнавал Сергей Хайдаров. Разгрузка улицы Мира. Регулировать это движение будет невозможно, не оставив коридоры заранее. На встрече по обсуждению генплана Казани побывал Салават Ухмадулян. Без газа, света и воды. В Альметьевском районе одинокая бабушка 40 лет живет без коммунальных удобств. Когда мы приехали сюда, тут был такое свинство, простите меня, да? В шкафу стояла мука, там мышиное говно. Как такое могло произойти, разбиралась Филюза Хамидуллина. Африка в центре Казани. Слоны, гориллы, шимпанзе, носороги, жирафы – это очень сложная экспозиция. Когда достроят новый зоопарк и каких животных привезут, знает Анна Городнова. Не видели ремонта 40 лет, но это лето станет решающим. В Челнах идет капитальный ремонт одновременно на десятках социальных объектах. Строятся и новые. Большинство по республиканским программам, некоторые в рамках нацпроектов. Сегодня ход работ лично оценил мэр. Какие поручения он раздал, услышала Зарина Ахметова. У нас здесь раньше был бассейн и ячмень. Без ремонта 63-й детский сад живет больше 40 лет. Заждались. На обновление из республиканского бюджета выделили 32 миллиона рублей. Деньги большие, объект социальный, мэр работу контролирует лично. Детские столы будут и детские стульчики новые. А это уже коррекционная школа. Здесь без дела не остались даже учителя. Вместе с рабочими приводят в порядок помещения. Эта комната по сравнению с тем, что было, просто небо и земля. Так красиво стало. С нетерпением ждем выхода на работу. Из-за потопов мучился колледж искусств. Протекала крыша, и в результате учебные кабинеты оказались в непригодном состоянии. Начали ремонт 2 хореографических малых залов. Их всего у нас 5. Все 5 кабинетов отремонтируем, потому что хореографы очень здорово занимается. Там стены обшарпаны, пол полностью убитый, уже за 40 лет полок у нас в труху превратились. Сегодня многие объекты социально-культурной сферы в городе. Это одна большая стройка. Есть новые объекты, которые мы строим с нуля. Это 6 новых детских садов. Школа на 1224 места. Совсем скоро преобразится и улица Шамиля Усманова. Здесь отремонтируют 1,5 километра дорог, проложат новые тротуары и организуют парковки. Чтобы уложиться в срок, бригады работают посменно и без выходных. Передвинуть сроки проведения ремонта тепловых сетей до того, как пройдем с асфальтом. Планируем заканчивать Усманова в июле месяце, в конце. Процент общего выполнения 37%. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сегодня сообщило руководство города, выездные совещания будут продолжены. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. В Казани же продолжается обсуждение проекта генплана. Его разработчики и власти города встретились с жителями Дербышек. В 84-ю школу поселка пришла активная часть жителей. Это уже 3-е такое обсуждение. Встреча шла почти 3 часа и прозвучали десятки вопросов. Ответы выслушал и Салават Ухмадулян. Регулировать это движение будет невозможно, не оставив коридоры заранее. Откуда, когда и каких размеров будут эти коридоры? Камень преткновения для жителей Дербышек и разработчиков Казанского генплана. Авторы плана говорят, в будущем без разгрузки улицы Мира и весь Сибирский тракт просто встанут. Жители переживают за свои дома и экологию. Проблема та, что вот лично меня касается, как говорится, да, то, что на Липатово хотят там дорогу 4-полосную сделать, которая будет проходить буквально вплоть к домам близко подходить. Вариант, который был изначально, он проходит через Березовую рощу. Это лес между Нагорным и Дербышками. Получается, по верхней части, как раз где поселок Нагорный, за улицей Дубровка. Как раз где ваш дом? Недалеко от моего дома. Да, то есть он конкретно мой дом не затрагивает, но в непосредственной близости. На встрече с жителями разработчики генплана предложили 3 варианта разгрузки улицы Мира. Первый – через улицу Главную с выходом на Пионерскую и Утреннюю. Второй – дорога по улице Тополева в Дербышках. Третий – через лесополосу поселка Нагорный. Каждый из них жители уточняют. Скажите, где по Липатову будет дорога и каким образом вы ее сможете построить? По Липатову сегодня закладываются для резерва 2 коридора. 2 дорог там быть не может. Планируете сносить жилые строения в Дербышках? О количестве, если сносимых
жилых помещений можно судить только после разработки рабочего проекта и проекта планировки. Так, в формате вопросов и ответов встреча продлилась больше 2,5 часов. К концу ее в зале осталось менее половины пришедших. На подобных встречах мы разъяснили участникам встречи, почему именно такой вариант или такой. Но решения никакого не принималось. Эта дорога нужна, чтобы организм города жил равномерно, без тромбов, без пробок, в перспективе. О ее строительстве речь пока не идет. Просто город закладывает в генплан эти коридоры на далекое будущее. Ведь схема развития столицы разрабатывается на десятилетия вперед. А чтобы тот или иной вариант включить в генплан, надо определиться с выбором через общественные слушания. Предварительно они пройдут в июле. Салават Ухмадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Вопросов будет много и завтра. Состоится прямая линия с Владимиром Путиным, где каждый россиянин сможет задать свой вопрос и получить на него ответ. Знают ли об этом татарстанцы и какие у них ожидания от общения с президентом, спросила Айгуль Батрудинова. Буду, да, конечно. А что вы ждете от этого события? Большие перемены. Охота, конечно, чтобы наши дети, внуки на будущее росли без бед, без проблем. Знаете ли вы, что завтра будет прямая связь с Владимиром Путиным? Нет, не знал. А смотреть будете? Стараюсь. Время будет, посмотрю. Да, знаю, конечно. Я вопросы ему не задавал. Меня, в принципе, на сегодняшнем этапе все устраивает. У меня хорошая пенсия, у меня хорошая квартира, хорошая машина. Если бы смогла сама задать вопрос, я бы спросила, попросила бы, чтобы для молодежи создавались более комфортные условия для жизни и для работы в целом. Ждем, что, может быть, какой-то насущный вопрос у гражданина у какого-то все-таки решится, потому что, как правило, выпадают вопросы, которые не доходят до чиновников. Это для нас очень хорошо, для людей, тех, кто просит, у кого-то уже все накипело, потому что уже некуда обращаться, обращаются. Все-таки Владимир Владимирович все-таки помогает, дай бог. А вы бы какой вопрос задали? Да, в принципе, знаете, у нас в Татарстане очень хорошо. Я считаю, что у нас Казань отличный город, красивый, хороший, гостеприимный. Дай бог всем нам здесь вместе в дружбе жить. Так что у нас... Все нормально, все хорошо. Нашему руководству большое спасибо за все. Многие люди возлагают именно на, скажем, данную встречу, на данные звонки, на вопросы большую надежду, что все-таки глава государства решит эти вопросы, потому что они их не могли решить на местах. Услышать об улучшении жилищной проблемы и жизни нашего народа, россиян, татарстанцев, в первую очередь. Я жду честности, открытости, в первую очередь президента, наверное, и хороший вопрос от народа. Коллектив КССК Владимиру Путину. 2 казанских завода резать на металлолом. О каких заводах идет речь, читайте в интернет-газете «Реальное время». Продолжаем выпуск. Фото на надгробном камне из Инстаграм. Виртуальное 3D-кладбище, кремация как будущее ритуальных услуг. Сегодня в Казани открылся форум похоронной отрасли. Он собрал представителей рынка почти со всей страны. Они представили главные тренды индустрии. Почему все в один голос говорят, что кремация – это завтрашний день, и быть ли крематорию в Казани, расскажет Сергей Хайдаров. Сегодня казанская ярмарка не место для особо впечатлительных. Кругом гробы, венки, есть даже виртуальное кладбище. В общем, все, чем гордится ритуальная индустрия. Современный рынок ритуальных услуг буквально пестрит предложениями. Здесь даже есть свои тренды. К примеру, современный надгробный камень не обязательно должен быть черно-белый и угрюмый. Он может быть и вот такой, цветной и довольно позитивный. Даже вплоть из Инстаграма, из социальных сетей, вот как человек жил, проводил свою жизнь, как бы он хочет и оставаться так же, как бы и после смерти. И здесь спрос рождает предложение. Кремация. Вот еще на что в России растет спрос. Во-первых, это на треть дешевле. Во-вторых, это создает более удобные условия для памятования. Это и экология, и вот заброшенные кладбища, особенно сельские поселения, не оформлены, ни кадастрового учета, но ничего нет. Сегодня в Татарстане нет ни одного крематория. Ближайший находится в Нижнем Новгороде. Именно туда везут усопших с нашей республики. Ну, бывает, 2 раза в неделю машины ездят. Вот, тоже люди звонят, заказывают, едем, производим. Разговор о появлении крематория в Казани завели еще в 2013-м. Его не построили до сих пор. Специалисты говорят, дело в религиозности Татарстана. Христиане для своей души бессмертные. Не боимся никакого образа погребения. Но уважение к телу человека, оно, конечно, именно требует
погребения тела гробом. В исламском шариате, то есть в мусульманском шариате, это запрещено. Как к кремации относятся татарстанцы, мы спросили у них. Я против кремации. Почему? Наше происхождение землей. Наверное, против. Не знаю, что будет со мной. Я лучше за то, чтобы меня сожгли. Так или иначе, кремация в России по сравнению с Европой и США практически не распространена. В подтверждении простая статистика. Там хоронят только 7% умерших. Всех остальных кремируют. В России все ровно наоборот. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Без газа, воды и электричества. В Альметьевском районе больше 40 лет пожилая женщина Анастасия Антошкина лишена элементарных удобств. Нет ни родственников, ни детей, ни документов. В таких условиях ее нашли волонтеры. Местные власти уверяют, о ее существовании знали. Но почему помощь так и не пришла? Филюза Хамидуллина. В шкафу стояла мука, там мышиное говно в этой муке. Волонтер Гузель Зуйкова с ужасом вспоминает тот день, когда она с мужем нашла одинокую женщину. В этой избушке в 10 квадратных метров не было ничего. Говорит, кругом грязь и вонь. В таких условиях Анастасия Антошкина жила десятилетиями. Волонтеры увидели женщину случайно. Ранним утром старовер шла вдоль трассы. В нищете, без газа, без света, и в грязи, и без еды. И узнав об этом, я пошла в магазин, опросила там продавца. Продавец говорит, она приходит, попрошайничает около магазина. У Анастасии Антошкиной нет ни детей, ни родственников. 90-летняя женщина говорит, в молодости работала, но пенсии не получает. А по людям ходил, где позовут, я пойду. А не позовут, я дома. А в летход ходила. Временно только, я не штатно, вольная. Она всю жизнь в таких условиях живет. Ну, раньше она подрабатывала, в силе была, там где-то что-то подрабатывала, а потом она только вот картошкой питалась. Домом назвать эту постройку невозможно. Ей более 45 лет. Здесь нет ни воды, ни газа, не было и электричества. Еду бабушка себе готовила вот в этой печке. Зимой ее топила только тогда, когда соседи давали дрова. Сейчас волонтеры бабушку взяли под свою опеку. Но они признаются, даже после ремонта здесь жить невозможно. Сейчас волонтеры обустраивают дом, но чтобы привезти газ, нужны документы. Глава сельского поселения, чтобы восстановить документы, неоднократно обращалась в суд. Время, когда пошла паспортизация, она в свое время отказалась от получения паспорта. Как бы ее духовное убеждение было совсем другое. На данный момент нам правовое управление города Альметьевск помогает, и подготовили новый иск, с которым мы в ближайшее время также пойдем в суд. В районной соцзащите нам пояснили, за ней был прикреплен соцработник, но на добровольной основе. Паспорт не можем оформить, никаких документов у нее нету. Ей пенсия, она не хотела, чтобы она пенсию получала. Сегодня Антонину Антошкину по ее согласию уже направили в Бугульму, в центр для лиц без определенного места жительства. До решения суда. Вот решение суда мы получим, соответственно, потом мы получаем документы и определяем ее в дом престарелых. Город Бавлы уже определили. К такому повороту своей судьбы бабушка не против. Возраст одной жить невозможно, говорит она. Как только Антонину Антошкину определят в дом престарелых, мы ее обязательно навестим. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Чтобы работалось лучше, а проблемы разрешились. Просто проговорили, да? Да, у нас такие проблемы, решите, пожалуйста. А вместе мы думаем. Какой документ собираются внедрить в систему образования, узнал Дмитрий Аринин. Африка в центре Казани. Слоны, гориллы, шимпанзе, носороги, жирафы – это очень сложная экспозиция. Когда достроят новый зоопарк и каких животных привезут, знает Анна Городнова. Как будут модернизировать производство? Как переориентируют военные предприятия на выпуск гражданской продукции? Эти вопросы Рустам Минниханов сегодня обсудил с генеральным директором Рособоронэкспорта Александром Михеевым. Встреча прошла в Доме правительства. Напомним, в Татарстане сконцентрированы несколько десятков предприятий ОПК. Много лет работы. Сегодня в Москве в МИДе презентовали группу стратегического видения «Россия. Исламский мир». В зале послы исламских государств и руководители российских регионов. Сергей Лавров и Рустам Минниханов обратились к участникам с предложением больше взаимодействовать. Почему дипломаты называют группу главным инструментом российской дипломатии в отношении мусульманского мира? В репортаже Дины Газалиевой.
В гостевой особняк Министерства иностранных дел на Спиридоновке сегодня заезжают только автомобили с дипломатическими номерами. Послы мусульманских государств пришли в гости, чтобы больше узнать о работе группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». И хотя она создана в 2006 году и пережила перезагрузку, нынешнее руководство группы хочет ввести в ее деятельность больше свежих идей. Московская жара никому не помешала прибыть вовремя. И строго по-деловому презентация началась. Сначала с фильма о работе группы, затем гостей поприветствовали хозяева встречи. Деятельность группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», которую по поручению президента Путина возглавляет глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, приобретает особое значение. Этой группе предстоит решать ответственные задачи по координации на многостороннем уровне усилий гражданского общества, деловых кругов, религиозных объединений, ученых, молодежи, деятелей культуры и искусства, всех, кто стремится внести свою лепту в наращивание связи между Россией и исламским миром. Объединить исламский мир, поддержать под флагом общей религии и общую идеологию мирного ислама. Члены группы и дальше намерены сообща налаживать взаимоотношения между странами, чтобы противостоять угрозе мирового терроризма. Не останется без внимания и экономическая составляющая сотрудничества. Мы активно работаем в рамках исламского банкинга. Это тоже новые инструменты привлечения средств. Очень большая работа идет в части халяльной продукции, но уже сегодня мы ставим другую задачу, более широкую. Халяльный образ жизни. В мире сейчас это очень перспективно растущее направление. Это и халяльная медицина, халяльный туризм, халяльная парфюмерия. Еще одной из новых инициатив группы в будущем году станет запуск новых туристических маршрутов по России и за рубежом, связанных с мусульманством, а также учреждение литературной премии для отечественных и зарубежных авторов. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. В Татарстане создают школьный свод правил. Он должен быть готов уже к началу нового учебного года. Документ определит права и обязанности учителей, родителей и учеников. Идею во время праймерис «Единой России» предложила внедрить Альбина Насырова. Сегодня она провела встречу с педагогами Зеленодольска. Кто за пятидневку? Вот. Это прям сок. Цель этого мозгового штурма – выявить все сложности, возникающие в работе педагогов, и выработать проекты, которые помогут защитить их права. Если, например, даже в субботу мы будем приходить заниматься с одаренными детьми, пусть какая-то, я не знаю, кружки, секции. Все предложения и идеи будут зафиксированы в своде правил. Этот документ предложила создать Альбина Насырова. По мнению директора образовательной организации и участника праймерис, учителям и воспитателям необходима всесторонняя защита. В первую очередь всех учителей очень сильно волнует то, что нет свободы выбора программ учебных, что очень все строго, да, что нет свободного времени, перегружены бюрократической работой. Созданный свод правил должен решить самые насущные проблемы работников образования. Хотелось бы больше предоставить свободу учителям. Дети все у нас развитые, атомные, как можно сказать, да, и поэтому все предметы нужно, конечно, вести с интересом, увлекательно, в виде игры. Чтобы родители понимали свое место, что они могут сделать для системы образования, не просто там помочь с ремонтом и так далее, а именно в обучении. Первая подобная встреча Насыровой с педагогами прошла в мае в Альметьевске. Учителя говорили о бюрократии, большой отчетности и внеурочной нагрузке. Такие встречи для выработки свода правил должны пройти и в других городах Татарстана. В готовом виде документ собираются представить к новому учебному году. Дмитрий Айринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольск. Как ведется строительство социальных объектов в республике, какие сроки установлены и сколько средств на это направят. О реализации нацпроектов в Татарстане сегодня говорили в большой студии ТНВ в программе «Трибуна нового века». В числе гостей депутаты Госсовета, представители министерств и ведомств. Напомним, фракция «Единая Россия» в Госсовете взяла под свой контроль реализацию нацпроектов. Для этого была сформирована специальная рабочая группа. На каждом объекте сегодня практически еженедельно обязательно бывает депутат для того, чтобы отследить, как идут работы, есть ли какие-то сложности, трудности, есть ли какое-то отставание от графика, нужны ли какие-то кардинальные дополнительные меры со стороны министерств, может быть, курирующих. Последнюю опору новой линии электропередачи «Камская» установили в Лаишевском районе. Теперь новая энергоартерия будет обслуживать Пестричинский, Лаишевский и Рыбно-Слободский районы.
Вот новая жизнь начинается. Желудь пошла побеги дуба. Дуб как символ стойкости. Так о прочности новых конструкций говорят специалисты ОАО «Сетевая компания». Меньше чем за полгода команда в 40 человек построила новую воздушную линию электропередачи ВЛ-110 киловольт Камская, 25 октября. Это более 100 километров провода и почти 200 опор из металла и железобетона. Каждая больше 4 тонн. Новая энергоартерия проложила путь в Лаишевском и Рыбно-Слободском районах. По новой ЛЭП возможно будет передавать до 63 мегаватт мощности. В ряде ремонтно-аварийных режимов новая линия исключает риски обесточивания порядка 20 тысяч человек населения, уверяют специалисты. Воздушных линий таких масштабов филиал ОАО «Сетевая компания» не строил как минимум 20 лет. Проектирование и строительство новой воздушной линии 110 киловольт Камская, 25 октября, стратегически важной для Республики Татарстан, началось в конце 2018 года. Новая линия позволит создать кольцевые схемы, значительно повышающие надежность электроснабжения Лаишевского, Пестричинского и Рыбно-Слободского районов. Сам технологический процесс строительства для профессионалов – дело привычное. Были проведены, как уже перечислял, это земляные работы. Ну, во-первых, ведется разбивка. Разбивка была сделана. На основании этой разбивки, значит, были вывезены материалы. Ну, заказана первая инженерная подготовка производства. Чтобы провести новый энергопуть, свое разрешение дали более 50 собственников. Этот вопрос один из самых сложных при проектировании и строительстве такой линии. Что собственник, он уже как бы считает, что он имеет право решать эти вопросы, пускать эту линию, не пускать эту линию. Это довольно очень серьезные вопросы, работа с собственниками. И насколько я... вроде бы в законодательстве будут внесены вот эти изменения. После проведенного строительства проводятся природоохранные мероприятия. Убирается мусор, восстанавливается рельеф местности, проводятся рекуляционные работы. Новую линию поставят под напряжение уже осенью. Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район. Бассейн с джакузи, вольеры без клеток и каждому по комнате. Строительство нового казанского зоопарка выходит на финишную прямую. Сегодня журналистам приоткрыли завесу масштабной стройки. Часть животных уже готовы к переезду. Когда сдадут и каких африканских зверей планируют завести, знает Анна Городнова. Может полежать внизу, может подняться вот сюда на уступы. Условия максимально приближенные к Африке. Львы и гепарды под одной крышей, но в разных вольерах. На улице зону прогулок для африканского слона, какого больше не будет ни в одном российском зоопарке. Самая большая зона с песком и баобабом. А вот в этом вольере будет жить бегемот в старом зоопарке. По сравнению с этим, можно сказать, он резвился в маленькой лужице, ведь здесь огромный бассейн высотой больше 2 метров. А наблюдать за бегемотом можно будет в полный рост через панорамное окно. Оно практически от пола до потолка. Строительство зоопарка «Река Замбези» началось в 2015-м. Сроки открытия переносились. Сегодня готовность оценил мэр столицы. Мы взяли такую штангу, как всегда, во главе с нашим президентом Рустамом Галеевичем Миннихановым, которую тяжело отжимать, но вот так всем миром под его руководством мы ее наконец-то видим, что подняли. 40% животных уже завезли, пока они в старом зоопарке. 100% заполнение. Оно где-то 20-21 года. Все-таки надо понимать, слоны, гориллы, шимпанзе, носороги, жирафы – это очень сложная экспозиция, которых надо согласовать с куратором и привезти сюда. Это не все компании берут, еще авиакомпании на борт. На территории зоопарка нет высоких заборов и клеток. Все сделано для того, чтобы зрители смогли понаблюдать за животными на открытой площадке. А для безопасности вот такие глубокие рвы, их наполнит водой, и специальная система при приближении животного, она будет ударять слабым электрическим током. Завершить стройку планируют в начале августа, когда откроется зоопарк для гостей. Говорить еще рано. После перевозки животных нужно время для адаптации. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Через военную подготовку в профессиональный бокс в Казани стартовали всероссийские соревнования общества «Динамо» среди мужчин. Более 100 спортсменов на протяжении 4 дней будут выявлять сильнейших в 10 весовых категориях. На казанский турнир спортсмены приезжают с особым интересом. На кону путевка в основную сетку. И если отбор среди рядовых боксеров проходит в регионах, то силовики определяют лучших между собой. Спортсмены выступают без права на ошибку. Турнир традиционно проходит по олимпийской системе. Финальные бои назначены на 22 июня.
У «Динамо» даже в советские времена была очень сильная организация, где было очень много спортсменов, которые защищали честь «Динамо» на всесоюзных и всероссийских и мировых соревнованиях. К новостям волейбола. Женская сборная России в стартовом матче Лиги наций в Екатеринбурге в 3 партиях уступила команде США. Напомним, что в качестве капитана команду на площадку выводила связующая казанского «Динамо» Евгения Старцева. Кроме нее в составе российской сборной выступила и диагональная Анна Котикова. Отметим, что ранее россиянки проиграли Италии и потеряли шансы на выход в финальную часть соревнований. В настоящий момент сборная России занимает 14 место в турнирной таблице. Татарстанцы в составе сборной России выиграли первый этап европейской серии по пляжному регби. Отборочный турнир проходил в Нидерландах. На групповом этапе сборная России уверенно выиграла все матчи, и такой же результат показала по итогам всего турнира. В решающем матче подопечные Калашкина встречались с французским клубом Les Minutes. Россияне вырвали победу на последних секундах игры, итоговый счет 4-3. В составе сборной России на турнире выступили 5 игроков казанского клуба «Энергия» и 1 игрок клуба «Стрела». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. 20 июня в Татарстане ожидается очень теплая погода, вероятность осадков будет небольшой. Об этом позже. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите. Только в июне при заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166 или на сайте danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ожидается облачная погода с прояснениями, плюс 25, плюс 27. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков, температуры стали выше, плюс 27. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также около 27 градусов выше нуля, будет тепло. Для северо-запада 20 июня будет очень теплым, плюс 28. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном, без осадков, столбики термометров покажут 27 градусов. В центральных районах, Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, также около 27 градусов выше нуля, переменная облачность. Компания «Биотек» представляет комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон». «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями и восстановит сон. Сильное напряжение, тревожность. Комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями днем и восстановит сон ночью. «Санатон» – соната ваших эмоций. В «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 30 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани ожидается переменная облачность, днем до 29 градусов. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академии правосудия в Советском районе. Это последние квартиры в сданном доме и выгодные цены. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Вкусные цены на квартиры в сданном и строящихся домах. Жилой комплекс «Грин» от ЮИТ. 5 минут от Агавы на проспекте Победы. Торопись, зеленее не будет. 233 03 03.